Амат, что ты чувствуешь сейчас? Ты чемпион на глазах многотысячной арены, ЦСКА-арены. Поделись. Скажу честно, я очень долго шел к этому. И знаешь, как дежавю бывает же, как будто этот момент был. Но я очень долго шел, каждый день. В меня никто не верил, соперник тяжелее, чемпион мира. Никто не верил, но я всем доказал, надеюсь, что доказал. Но мы на этом не останавливаемся. Сейчас я чуть отдохну и вернусь в строй и буду дальше продолжать защищать. Я в своем весе хочу 70 килограмм забрать пояс. Сегодня Мартин Лютер его защитил, я хочу его забрать. И что хочу сказать? Спасибо всем, кто за меня болел. Спасибо всем, кто за меня болел, кто в меня верил. Друзья, мы еще вернемся еще сильнее. Но также тебе предложили провести бой с чемпионом Гран-при первой с Мухаммедом. Все-таки что для тебя интереснее, бой с Мартином или с Мухаммедом? Я же сказал уже, если мы договоримся в весе, я выскочу с любым. Делайте 70 килограмм, и я выскочу. И за пояс подерусь, и за все подерусь. Просто, знаешь, здоровье. Я как бы хочу, чтобы потом у меня тоже дети были, как понимаешь, здоровье. У меня казанки тоже. Я хочу, чтобы соперник весил, как я. Если соперники будут весить, как я, мне будет намного легче. И поэтому всем спасибо. Слышал ли ты вот эту поддержку, вот этот драйв, который люди кричали? Очень слышал. И еще хочу сказать по поводу нокдауна. Я очень расстроился, потому что нокдауна не было. Он мне попал в затылок, но я не плыл даже, вот честно скажу. Я, может, как сказать, потерял равновесие, но, знаете, я такой принципиальный человек, что даже пропущенный удар для меня это как будто удар в сердце. И то, что мне отчитали нокдаун, это как будто вот весь мир против меня обрушился. И я не хочу вообще даже в жизни и нокдаун пропускать, и удар пропускать. Поэтому этот нокдаун от удара в затылок. Все говорили, стоит только пережить 2 раунда, и ты выиграешь этот бой. Все так говорили. Смотри. Судейские записки можешь принести и посмотреть первые 2 раунда, кто забрал. Хорошо, пускай будет в первом же мне отчитали, да? В первом раунде пускай за нокдаун, но со второго раунда все шло на мой результат, в мою пользу. Лендруш тебя впечатлил вообще как соперник? Или он был полностью ожидаемо? Честно скажу, вот я ожидал, что так и будет, но он, конечно, он молодец, понимаете? Как бы опасения такого, вот все говорят, опасаться его надо опасаться, я туда вышел, как бы драться, я хотел весь себя там оставить. И у меня такого сильного, можно сказать, опасения не было, как бы. Я старался попадать. Единственное, что я боялся, что у меня рука заболит, понимаете, у меня больная рука. Смотри, от ударов Лендруша каждый его соперник очутился на земле. Считаешь ли ты его удар? Значит, я не каждый. Соперники почему оказались на земле? Потому что они не думали головой и рубились с ним, как бы, и пропускали. Я старался больше думать головой, проваливать его. Вот этот вот один нокдаун, как будто, знаете, у меня в сердце. Я не должны были мне отчитать это. Не должны были. Мне вот я победил хоть, но все равно принципиально, так что один нокдаун все равно в сердце. Хочу сказать всем спасибо, кто за меня болел. Вы знаете, на протяжении 1,5 года я чувствовал вашу поддержку. Очень много. За эти 1,5 года я собрал... Много людей начали болеть за меня. Где бы я ни бывал, в Дагестане, в Кыргызстане, в Москве, в разных городах, люди все подходят, болеют за меня. Очень теплые слова пишут со всех стран мира, зовут к себе. Это очень приятно, вы меня мотивируете. И спасибо большое. Мы на этом не останавливаемся. Это только начало. Мы будем дальше переть.